Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что вы со мной зашли на мой канал, смотрите это видео, за вашу невероятную и теплую поддержку в комментариях, лайками, за вашу помощь, мои хорошие. Земной вам поклон. Сегодня у нас будет отсыпочка на такую тему. Какой совет дадут вам духи рода? Загадайте, пожалуйста, на себя и обратитесь мысленно к духам своего рода. Попросите совет для вас. Либо общий совет, либо совет на конкретную ситуацию. И давайте вместе посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Смотрите, какой красивый ангел нам показан. Видите? Вот он, крылья расставил. Крылья очень длинные и собой все закрывают. Но это верный знак того, что духи рода всегда рядом, всегда вас защищают, всегда вас поддерживают. И чем бы вы сейчас ни занимались, что бы вы сейчас ни делали, какие бы планы ни строили, духи рода говорят, что вот мы рядом, мы одобряем, и мы тебя защищаем, да? Мы защищаем твое дело, мы защищаем твоих детей, мы защищаем твою любовь. То есть помощь, да? Вам постоянно идет помощь от духа вашего рода. И то, что вы делаете, является правильным. Либо начали делать, либо чем занимаетесь уже в процессе, да? Это все правильно. Дальше женщина по поводу мужчины очень сильно сомневается. События с левой стороны. Смотрите, здесь такой совет понаблюдать за этим мужчиной. То есть ничего не делать, просто понаблюдать. И здесь показано, что мужчина, грубо говоря, все сделает сам. То есть если он вас достоин и он ваш, то он это докажет, покажет. Если этот мужчина вас не достоин и вам, например, не подходит, то он тоже это все покажет, докажет, и как вы сами в этом убедитесь. Ничего не делай, просто понаблюдай. Мужчина все сделает сам. Вот такой совет. Чтобы вы его и не прогнали, и, например, дураку не доверились. Да? Все случится естественным путем. Мужчина все сделает сам. А вам не нужно сейчас никаких решений принимать, просто нужно понаблюдать. За мужчиной понаблюдать. За его действиями, за его поведением, за его отношением. Все случится естественным путем. Так показано. Дальше, мои хорошие, лодка села на мель, якорь в лодке. Не в воде, а именно в лодке почему-то. События с правой стороны. Если вы сейчас хотите куда-то ехать, либо куда-то уехать, здесь такой совет: не спешить. Не спешить, потому что воды мало. Ну вот лодка просто не поплывет. Воды не хватает для того, чтобы состоялось движение. То есть ваше время плыть, оно придет, но придет немножко попозже. А сейчас лучше накоплять энергию, заниматься своими делами, может быть, даже денег больше подзаработать и дождаться, пока вода придет, да, чтобы лодка смогла плыть. Ну и тогда уже будете решаться, определяться. И еще здесь показан какой-то вестник. Мужчина-вестник, который, скорее всего, вам либо совет даст, либо какую-то важную информацию расскажет, да, для того, чтобы вы приняли решение, куда вам двигаться, куда вам действительно плыть. Ждите вестника. Это мужчина. Мужчина придет сам, его искать не надо. Он сам к вам придет и сам вам все расскажет, а вы уже будете принимать решение. В любом случае, для плавания именно сейчас нет подходящих условий. Вода ушла, как бы ее нет. Вы, как на мели, да? Якорь в лодке, вы на мели находитесь. Надо дождаться, пока придет вода. Ну и потом уже дальше поплывете. А плыть вам по судьбе. Да, это вам по судьбе. И дорога ваша, она состоится. Вестника дождитесь. И еще женщина переживает по поводу своих детей. Будущего своих детей. Либо текущей ситуации с детьми.
Ваши дети – ваша радость. Вот так вам показывают. То есть, возможно, сейчас что-то не так, не то. Может быть, ссоритесь, может быть, ребенок чем-то не тем занимается, увлекается, может быть, вообще ничего не делает, и вас это беспокоит. Но здесь показано, что ваши дети – ваша радость. Либо ваши дети – это и есть радость вашей жизни. То есть, возможно, сейчас все не очень, но чуть попозже все будет хорошо, да, много радости. От детей вы своих получаете, либо из-за детей своих имеете. Вот как-то так радость именно идет. Не плохие события, не разочарования, не горести, не болести, а именно радость. Благодаря детям, из-за детей, ну, либо руками детей, да, придет радость. Дальше, мои хорошие, проблема с деньгами, с финансами. Человек в дырявой одежде, такой, знаете, чахлой, ветхой одежде. Долги, кредиты, потери финансовые, да, невозможность нормально жить, существовать. У вас это все идет под знаком кармы. Я так понимаю, что это ваше кармическое испытание, которое вы должны пройти. У каждого свое испытание. Кто-то деньгами проходит, кто-то любовью. Знаете, вот эти истории там, несчастной любви и прочее. А кто-то здоровьем, когда человек там, больной рождается, либо по судьбе встречают какие-то страшные заболевания, смертельно страшные заболевания, с которыми нужно прям бороться. У вас показано, что карма именно деньги, карма бедности получается, да, пройти через все эти бедственные положения, ситуации и самому либо самой через какие-то действия из этого выйти. Действия вас кто-то должен научить. Вижу образ женщины, которая вас учит, что вам нужно сделать для того, чтобы карму свою пройти, для того, чтобы деньги зарабатывать, для того, чтобы деньги приходили и оставались, а не расходились. Женщина. Женщина как жрица, женщина как наставник, коуч. Женщина дает идею, женщина дает подсказку, женщина обучает, женщина направляет. Женщина. С этой женщиной вам суждено встретиться где-то вот к концу года, либо в начале следующего. Пройдете ее обучение, получите верную подсказку, и все у вас начнет потихонечку меняться. То есть карма будет пройдена. Да, женщина подсказывает. Опять же, вы все разные, у каждого будет по-своему, но именно через женщину придет информация. Выход из этой сложной ситуации придет через женщину. И еще ребенка хочу родить. Я так понимаю, что вы ребенка хотите. Либо хотите, чтобы кто-то родил ребенка. Может быть, внуков хотите, либо правнуков. А может быть, вы хотите найти суррогатную маму, тоже может быть. Но, в общем, желание иметь детей. Здесь 100% сбудется. Опять же, показано, что часики тикают, время идет. То есть, ну, буквально у кого-то совсем скоро беременность наступит, но у других совсем скоро появится возможность бабушкой себя назвать, либо прабабушкой, ну, либо договориться там с суррогатной матерью. Так мне идет. Ну, часики тикают, время там уже практически вышло. Событие произойдет, даже не переживайте. Так, показываю цифру 35. Я так понимаю, что это возраст 35. Кому должно исполниться 35? Либо сейчас вам 35. Смотрите, именно в 35-летнем возрасте, у вас цифра с правой стороны, у вас появится очень крутой шанс все в своей жизни резко поменять, развернуть, поменять, изменить. И бояться вам нельзя, потому что страхи не позволят вам этой переменой воспользоваться. Здесь то ли какой-то шанс, то ли какая-то возможность, то ли какое-то предложение. То, что резко, одномоментно полностью меняет вашу жизнь. Смотрите, вы, либо ваш близкий человек, вот кому 35 исполнилось, либо исполнится, ну, допустим, в этом году, либо в следующем. Хватайтесь руками, ногами за то предложение, либо за тот шанс, который будет дан, и меняйте свою жизнь. Просто вы знаете, как развернуть, перевернуть на 180 градусов. Именно в этом возрасте это возможно.
Именно этот возраст, он не критический, скорее как переломный, да? Переломный, когда все можно поменять в своей жизни. Когда нельзя бояться, вообще ничего нельзя бояться, когда нужно за все хвататься, да? И все тогда произойдет в лучшую сторону. Дальше. Человек запутался, как будто бы в кромешной тьме находится. На ощупь, жить на ощупь. И, соответственно, сбивать все углы, потому что их не видно. Тяжело. Это может быть и депрессия у человека, а также может быть такое невероятно тяжелое жизненное положение, когда действительно непонятно, что делать, чем заняться, куда идти и вообще где я нахожусь. Здесь очень похоже, что вам как свет выключили, да? Почему вы в такой тьме? Кто-то выключил свет, лампочку выкрутил, либо выбил, выключатель испортил, да? Что-то в таком плане. Так обычно порчу показывают. То есть злую волю, которая мешает вам жить. Ведь порча – это, по сути, воля, да? Это как приказ. Приказ. Смотрите, видите этот фонарик в ваших руках? Вижу я, что фонарик вам передаст тот, кто вас по-настоящему любит. Но опять же, вы все разные. У кого-то это муж, у кого-то это жена, у кого-то мама, у кого-то папа, там, не знаю, сестра, брат. Тот, кто вас по-настоящему любит, тот вам и поможет. Фонарик, да, передаст. С фонариком все видно. С фонариком можно и лампочку новую вкрутить, и выключатель починить. Понимаете? Тот, кто вас любит, силой своей любви снимет с вас эту чужую злую волю, вымолит для вас защиту. Может быть, этот человек пойдет даже на какие-то достаточно серьезные шаги для того, чтобы этот негатив ушел из вашей жизни, чтобы тьма рассеялась, да, чтобы эта лампочка, она вам ярко светила. То есть лампочка как предтеча всех этих перемен к лучшему в вашей жизни. Именно тот, кто любит для вас, это сделает. Возможно, человек уже над этим работает, уже усердно молится, либо ищет человека, который может вам помочь. То есть в любом случае тот, кто любит, тот и поможет. В таком положении навсегда вы не останетесь. Фонарик практически уже у вас в руках. И еще кого-то найти вы не можете. С левой стороны события. То есть можете так и так отыграться. Кого-то вы разыскиваете, найти не можете. Здесь такая вам идет подсказка. В зеркало смотреть. Но в зеркало смотреть это все-таки телефон, компьютер, да, планшет. Искать в зеркале. Ищите в интернете, может быть, какой-то розыск в соцсетях сделайте. Вот именно как в зеркале вы должны узнать правду, должны получить правдивую информацию. Зеркало, телефон, компьютер, планшет, интернет, соцсети, может быть, какие-то специальные поисковые платформы. В общем, ничем не пренебрегайте, именно там ищите и именно там найдете. Здесь, да, именно, мне кажется, интернет идет. Ищите там, и все найдется. У кого-то быстрее, у кого-то медленнее, но тем не менее правду о человеке, о его местонахождении, положении вы узнаете из зеркала, то есть из интернета, из компьютера, из телефона. Там ищите. И не бойтесь искать, не бойтесь просить незнакомых людей о помощи. Вот это тоже очень важно. Так, и еще кто-то на вас постоянно с палкой нападает. Вы этому человеку ничего не делаете, а человек на вас палкой нападает. Это могут вас цеплять, это могут вас постоянно булить. Здесь какой-то абьюз может происходить, агрессия какая-то к вам. И вот непонятно, да, что я этому человеку сделала. Кстати, и свои, и чужие могут этим заниматься. Человек бьет палкой. Причиной вот этого события показана ревность, показан страх. То есть, получается, тот, кто вас бьет, он ревнует. Человек боится вас. И еще показана зависть. То есть вот 3 составляющих, почему человек это делает. И показано, что вы гораздо сильнее, чем тот, кто бьет вас палкой. Понимаете? То есть буквально говорят, что вы сами позволяете, чтобы вас били палкой. Почему вы за себя не заступаетесь? Почему вы не отбиваете эти удары?
Вам ведь никто не мешает взять такую же палку и дать ответочку. Попробуйте. И еще показано, что терпеть нельзя. Чем больше вы терпите, тем больше у человека вот эта планка агрессии повышается. И человек уже как больше и больше дает волю своим рукам. Понимаете? Потому что вы терпите. Терпеть нельзя. Нужно дать сдачу, либо, в крайнем случае, не знаю, обратиться, либо, возможно, обратиться во всякие организации, которые защищают людей в подобном вам положении. Но не терпеть, иначе вы человеку сами руки развязываете, еще более агрессивно на вас нападать. Ревность, зависть, страх. Вот это 3 составляющие, которые человека заставляют на вас вот просто кидаться с палкой. А вы вот как-то пытаетесь увернуться от этих ударов, но себя почему-то не защищаете. Как позицию жертвы, что ли, сами добровольно выбираете. Так нельзя. Так нельзя. А человек видит, что вы сдачу не даете, уклоняетесь, думает, сейчас тебе покажу, да, значит, можно сильнее тебя бить. Вот в таком ключе информация. Девушки мои хорошие, если у вас, не дай бог, такая ситуация дома с любимым человеком, и он дает волю рукам, то он очень сильно вам завидует, очень сильно вас ревнует. Поскольку человек, он слабый, причем во всех смыслах этого слова, особенно в ментальном развитии слабый, то пытается вас сломать, пытается вас запугать, потому что сам вас боится, знает, что вы гораздо лучше, чем он, и знает, что вы без него прекрасно проживете, а вот он без вас пустое место. Вот терпеть нельзя, надо себя защищать, либо нужно как-то резко что-то менять. Если подобная ситуация у вас на работе, да, вот без всякого цепляется к вам начальник, либо кто-то из коллег, то человек вас очень сильно боится, очень сильно вам завидует, и человек пытается просто вас таким образом выжить, наверное. Да? Я сейчас буду гонять, буду приставать, она возьмет и уволится, и все, и страхи мои закончатся. Но в таком ключе. Все-таки надо себя защищать. Дальше, мои хорошие, здесь у вас что-то пропало, либо у вас что-то украли. Неважно что. Что-то мелкое, либо что-то очень крупное, дорогое. Неважно. Вот пропажа, да, назовем это так. Пропажа. Не ищите. 3 про себя скажите: откупаюсь, 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 и все, и забудьте. Украли люди, которых никто никогда не найдет. Либо забрали. То, что у вас забрали, действительно должно стать откупом. Это тот откуп, который берет сама судьба. Вот. Просто 3 повторите про себя и подумайте, что вы действительно от каких-то там неприятностей откупились. Либо купили себе, допустим, билетик в счастливую жизнь. Да? Откупы, они ведь не только от беды, они ведь и для хорошего идут. Вот так подумайте, и о том, что пропало, либо о том, что украли, не жалейте ни в коем случае, иначе откуп не будет засчитан. И еще с правой стороны вижу, что что-то у вас не получается, не случается. Вы очень много тратите времени, сил, кто-то деньги тратит, а не исполняется, не происходит. Здесь небеса не пускают, не дают. То, что вы для себя хотите, счастья вам не принесет, а наоборот, беду на вас накличет. Поэтому ангелы-хранители, не ангелы рода, а именно хранители, то, что Боженька дает, они не позволяют этому случиться. Потому что ангелы знают, что будет беда. Здесь ангел плачет, поэтому не подпускает к вам ваше желание, ваше исполнение. Так иногда бывает. Мы мечтаем не о том, что нам добро приносит, да, либо мы думаем, что вот исполнится мечта, я буду счастливым человеком. А, например, исполнение этой мечты может беду на вас накликать. Поэтому меняйте мечту и об этом не думайте, потому что не дадут, просто не дадут. Вот как-то так. Здесь, понимаете, объяснить нельзя, просто надо принять. Принять как данность. Не дают. Просто не дают. Не принесет вам счастья эта мечта исполнения. Наоборот, беда может случиться. Зачем вам беда? С правой стороны. То есть это ваше личное событие. Не надо. Мечту меняйте, думайте о другом, мечтайте о другом. Желательно в противоположном направлении, чтобы уже не ошибиться.
Дальше. Здесь кто-то в состоянии развода, что ли, находится. Люди что-то делят. Детей, скорее всего, делят. Разводятся, детей делят. Значит, девушки мои хорошие, я все прекрасно понимаю, обидно, больно и противно. Но здесь нужно как-то от обратного пойти. Здесь вам нужно как-то сбавить обороты. И вот эти вот позиции, да, боевые стойки, их должно быть как можно меньше. Вижу, что можете вы очень по-хорошему, полюбовно договориться и чуть ли не друзьями расстаться. Ну, надо будет постараться. Поймите, да, вам обидно, вам больно, вам хочется, чтобы мужчина тоже такую боль испытал. Но он не в состоянии этого испытать сейчас. Вы только сами себе хуже делаете. Попробуйте, может быть, какие-то успокоительные попринимать, либо с психологом пообщаться. Вам нужно быть максимально спокойной, договороспособной и ну вот, не жестить. Вот такой идет совет. Не жестить. И еще здесь вам в будущем показано счастье большое. Счастье. Опять же, у кого-то отыграется с тем мужчиной, с кем разводитесь сейчас, в сегодняшнем дне, а у других с другим мужчиной. То есть с левой стороны события. Опять же, пути Господни, они неисповедимы. Возможно, вам нужно вот так вот разойтись на время, чтобы наконец-таки понять, что вы только друг друга любите и только с друг другом сможете вместе счастливыми быть. Но у других, возможно, действительно не того человека вы выбрали, и вы друг другу, может быть, не совсем по судьбе, либо по судьбе, но, например, в качестве друзей, а не любящих людей. Вот. Просто и так можно прочитать события с левой стороны. Сейчас вам нужно успокоиться, потому что вижу, что вы очень много дров ломаете и еще больше можете наломать. Вы как будто бы сами себе очень большой ущерб наносите тем, что вы на пике своих эмоций и тем, что вы хотите сделать больно мужчине. Вот. Еще раз говорю, ему сейчас больно не будет. Ну вот не в том он состоянии, вы только себе хуже делаете. Это сложно понять. Да, к психологу вам нужно, к хорошему психологу. И еще раз говорю, счастье вам обещано. Вы счастливой в будущем станете. Либо с ним же, либо с другим человеком, но будете очень-очень счастливая. И вот эти ужасные дни просто вот сотрете из своей памяти. И еще показано, что вам нельзя спешить и нельзя что-то нарушать. Закон, правила. Может быть, вы так сильно спешите, что готовы нарушить. Ну, допустим, вы часто спешите на работу, поэтому нарушаете правила дорожного движения. Либо вы так сильно хотите, спешите что-то сделать, куда-то попасть, что готовы в какой-то степени приступить закон, да, и сделать что-то нечестно. Вот говорят, что ни в коем случае этого делать нельзя. И говорят о том, что вот одним людям с рук сходит, а вас могут прям поймать. И даже как-то показательно наказать. Поэтому, чтобы не было потом мучительно, больно и неприятно, избегайте моментов спешки и избегайте моментов, где вы нарушаете закон, правила. Даже если это там что-то прям совсем несерьезное, вам ни в коем случае этого делать нельзя. Еще показывают каких-то неприятных женщин, которые сейчас танцуют. Ну, я так понимаю, что-то празднуют, да? Вы плачете, они танцуют. Там не одна женщина. Может быть, это разные женщины, может, они как-то чем-то с друг другом связаны, у каждого будет по-своему. Вы плачете, а они танцуют. Ну, недолго им танцевать осталось на самом деле, а вам недолго плакать. Показано, что жизнь качели. Здесь показано, что скоро вы с ними как местами поменяетесь, но уже окончательно и бесповоротно. Потом они всю жизнь будут плакать, а вы всю жизнь будете танцевать. Вот так вот, мои хорошие. Соперницы, конкурентки, враги. Кто угодно может отыграться. Вот сейчас они типа с собой довольны танцуют, а вы плачете. Скоро все поменяется. И поменяется окончательно и бесповоротно. Надо этого момента просто дождаться. То, что их ничего не берет, либо с ними ничего такого не происходит, это наш добрый Создатель дает им до последнего шанс признать свои грехи перед вами, да и не только перед вами, и раскаяться.
То есть до последнего Создатель дает шанс. Если они этим шансом не пользуются, а они им точно не воспользуются, потому что они слишком глупые и самоуверенные, то уже будет необратимый процесс. Окончательный и очень мощный. Вот, так что не переживайте. Придет то время, когда и на вашей улице будет праздник. Но в вашем случае он будет просто вечный. Так, мои хорошие, на этом все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.